Спонсор рубрики «Что есть» — Кунгурский молочный комбинат. Свежее молоко и кефир теперь в новой упаковке. Как нам выбрать абрикос? Ой, какой простой вопрос. Первым делом аромат. И что порадовался взгляд. Совершенно справедливо, спелый от зеленого любой отличит. Вот только простых вопросов насчет абрикоса великое количество. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня давайте поговорим о том, какие вообще абрикосы бывают и что из них готовят. Это только кажется, что абрикос, он и в Африке абрикос без вариаций. На деле много разновидностей, в зависимости от того, где и как обитает. К примеру, среднеазиатские сорта абрикоса более мелкие, более теплолюбивые и нежные. В нашей полосе им прохладно будет. Абрикосу японскому тоже. К слову сказать, он вообще особенный, кисло-горький и зеленый. Какие десерты и фруктовые салаты в Японии и Китае такой сорт абрикосов квасят или солят, ну как наши огурцы или капусту. Вкус, говорят, подобно маслинам, только более терпкий, к мясу или к рыбе самое удовольствие. Дальше памятное из детства, во всяком случае моего, словечко «жердела». Или жердел, или жердель, считается само название, указывает на персидские корни. В то время как к нам абрикос пришел окольными путями, и само-то слово от французского, означающего неспелый, рано созревший, в наши южные районы абрикосовое дерево, видимо, было завезено напрямую с Ближнего Востока, и какую активность возымело. По данным 1913 года, Россия по абрикосам лидировала в мировом масштабе. Их поставляли в Европу, где они были более чем уместны в венской выпечке, итальянских десертах и к английским чаепитиям. Однако давайте вернемся к нашему блюду. Омлет с кисло-сладкой абрикосовой начинкой. Отличный завтрак, не так ли? Абрикосовый омлет. Для начинки поварить дольки свежих абрикосов вместе с консервированными абрикосами или персиками в кунгурском молоке с добавлением сиропа и крахмала. Приготовить омлет. Выложить на его половинку абрикосы, стряхнуть на тарелку конвертиком. Аппетитно, вкусно, оригинально и, заметьте, невозможно без качественного молока. Молкомбинат «Кунгурский» запустил новую линию по упаковке молока и кефира в ПЭТ-упаковку, или, проще говоря, в бутылку. Сразу 5 продуктов в новой упаковке: молоко различной жирности, топленое молоко и кефир. Они дольше сохраняют свою свежесть, поскольку продукт не контактирует с воздухом, как в случае с открытым пакетом из пленки. Кунгурские молочные продукты – это высокое качество, натуральный вкус и польза молока. А теперь еще и удобная упаковка. Приятного аппетита, отличного дня! С вами была Жанна Соловьева. До свидания.